В эфире программа «Актуальное интервью». С вами Дарья Короленкова. Приветствую. Впервые в Якутске состоится туристический слет «Акселератор». С какой целью он проводится, кого соберет фестиваль и чему научатся его участники. Мы сегодня об этом поговорим. Гостья студии Надежда Махначевская, первый заместитель министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия. Надежда Вячеславовна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, про туристический слет «Акселератор». Проводится он впервые, в чем его заключается, там особенность, может быть? В этом году мы проводим достаточно большое, более 20 мероприятий в рамках национального проекта «Молодежь и дети», который у нас на территории Российской Федерации реализуется по инициативе и при поддержке президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. И в рамках программы комплексного развития сферы молодежной политики «Регион для молодых» мы проводим достаточно большое количество мероприятий в сфере патриотического воспитания, молодежной политики. И одним из таких масштабных мероприятий является у нас туристический слет «Акселератор». В этом году мы его проводим в конце лета, прямо перед выходом педагогов, учителей на работу после августовского мероприятия. В городе Якутске у нас будет проходить. И если в целом говорить про те цели и задачи, которые в этом году перед нами были поставлены, действительно очень много у нас школьники и студенты в основном принимают участие большое количество школьников и студентов в мероприятиях, которые проводятся как молодежных, патриотических. И акцент мы в этом году все-таки постарались сделать в том числе на работающую молодежь. И это мероприятие, туристический слет, он у нас, как я уже сказала, проходит после августовского мероприятия здесь, в городе Якутске. И в нем будут принимать участие учителя основ безопасности жизнедеятельности, учителя физкультуры, тренеры и наставники. Он у нас будет проходить с 25 по 27 августа на территории Тулагина-Кильдямского наслега в городском округе город Якутск. И мы планируем участие более 100 преподавателей. А в чем главная идея слета? Что делать будут? Цель, конечно же, в патриотическом воспитании, в том числе и молодежи до 35 лет. И, конечно же, мероприятие у нас практикоориентированное. Оно нацелено на то, чтобы и на краеведении, и на знании истории России, на знании истории нашего региона. И, конечно, это спортивные мероприятия, и вообще направленные в том числе на выживание в сложных, достаточно сложных экстремальных условиях. И климатические условия у нас, не секрет, достаточно суровые, поэтому мы мероприятие нацеливаем на то, что оно практикоориентированное, во-первых, и, во-вторых, оно включает в себя историю, знание истории. А кто является организатором слета? Организаторами слета является Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия, молодежный центр «Патриот», который в этом году создан по распоряжению главы Республики Саха-Якутия. И он проводится при поддержке окружной администрации города Якутска, администрации Тулагина-Кильдямского наслега и Министерства образования, Министерства спорта нашей республики. Вы сказали про программу слета, а какие еще соревнования будут? Что предусмотрено? Соревнования у нас самые различные. Это начиная от эстафеты, включили даже как мастер-класс стену Коркина. Это тоже по инициативе самих молодых людей. И эстафета, перетягивание каната, и военно-тактические какие-то виды спорта у нас будут. И, конечно же,
встречи в рамках патриотического воспитания, это с участниками специальной военной операции, боевых действий. Ну, вот такие вот встречи у нас тоже будут проходить. Вот в чем уникальность вот этого слета и вот по сравнению с другими форматами вот молодежных мероприятий? И почему именно, вот где устраивается слет, почему именно там? Это будет как организован палаточный городок, то есть это будет проходить на открытой местности. И, как я уже сказала, это мероприятие практикоориентированное. Ну и самая главная цель, что мы в мероприятии все-таки нацеливаем на определенную целевую аудиторию. То есть мы в начале сентября месяца буквально тоже проводим военно-патриотические ежегодное мероприятие «Слет юнармии». Он нацелен на детей школьного возраста, а тут уже на учителей, на педагогов, на наставников. И для них, конечно же, совсем другая, более осложненная, более продвинутая программа будет. Поэтому по целевой аудитории мы тут тоже смотрим свои мероприятия. А как вот будет отбираться отбор? Сейчас проходит прием заявок на участие в этом туристическом слете. Если есть пожелания, мы приглашаем тоже учителей основ безопасности жизнедеятельности, тренеров, учителей физической культуры и спорта и тех людей, которые все-таки выполняют функции наставников для участия в мероприятии. Заявки можете направлять на электронную почту молодежного центра «Патриот», ну и через Министерство образования, через Минспорта тоже можете с нами связаться. А вот как подать, собственно, заявку и кто может подать? Все положения утверждены, они направлены в адрес глав муниципальных районов, и там есть утвержденная форма заявки, она достаточно простая, это обычно фамилия, имя, отчество, место жительства, там, место работы и так далее. То есть вот эти преподаватели, которые могут принимать участие, они по окончанию слета смогут потом вернуться в свои школы и, собственно, как-то внедрить это и нововведение такого формата. Обязательно, обязательно. Те мероприятия республиканского уровня, которые мы проводим, не только на территории города Якутска, но вообще республиканские мероприятия, все-таки они идут нацеленные на то, чтобы их масштабировать, в том числе и по районам республики. Если есть возможность, районы республики могут, взяв за основу те положения, которые разработаны нашим министерством, молодежным центром «Патриот», по аналогии проводить у себя мероприятия. Те знания и навыки, которые получают преподаватели и участники этих мероприятий, они в обязательном порядке должны, конечно же, делиться тем опытом и теми знаниями, которые они получили. В первую очередь с детьми, которых они обучают. Это преподаватели могут быть так из школ и колледжей, да? Да, из школ и средних учебных заведений. А будут ли какие-то эксперты, может быть, на слете, или какие-то лекции, может, будут проводить, кроме таких подвижных эстафет? Да, обязательно лекции они будут. Я ранее упоминала, что лекции у нас будут проводиться с участниками боевых действий, в том числе с участниками программы «Якутия. Земля героев». Вот почему сегодня так важно развивать навыки выживания, и краеведческого туризма? Сейчас, конечно же, мы все знаем, во главу угла стоит у нас патриотическое воспитание не только молодежи, не только подрастающего поколения, но и в целом граждан нашей республики, нашей большой необъятной страны. И
те навыки, которым обучали вот в советское время, да, и те навыки, которые преподавались и вот в 2000-е годы, да, в 90-е годы, в 2010-е годы. Действительно, если мы сравниваем, то мы видим, да, что пошел очень большой спад. Говоря откровенно, вот даже ребята школьного возраста, бывает такое, что не умеют разжигать там костры, не знают, как вести себя в тех или иных экстремальных ситуациях. Все-таки этим должен каждый человек, не только мужчина, да, но и девушки должны этими навыками владеть. И физическая подготовка в любом случае должна быть у каждого гражданина. И знание истории — это вот как то, с чего мы в первую очередь должны начинать. Мы очень хорошо все четко должны знать правду о своей истории, в том числе о той победе. В этом году мы празднуем 80-летие победы в Великой Отечественной войны. И история, она должна быть правдивая. Давайте напомним еще раз, где будет проходить слет, и вот, может быть, пожелания какие-то участникам, чтобы их замотивировать как-то. Слет у нас будет проходить на территории Тулагина-Кильдямского наслега в городе Якутске. Мы всех желающих просим принять активное участие. Еще есть время направить свои заявки на электронный адрес молодежного центра «Патриот». И 25-27 августа это будет и обмен опытом, обмен знаниями, и какая-то коммуникация между учителями, которые учат физическим навыкам и основам безопасности жизнедеятельности и наставляют наше молодое поколение, наше подрастающее поколение. Мы всех приглашаем принять активное участие. Если есть какие-то вопросы, можете обращаться в адрес Министерства молодежи и в адрес молодежного центра «Патриот». Мы открыты для контакта и для разговора с теми людьми, которые желают развивать патриотическое воспитание в нашей республике. Спасибо, Надежда Вячеславовна, что сегодня к нам пришли, рассказали такую подробную информацию. Спасибо. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». До встречи.